Эминя Вамилева – успешный юрист, общественный деятель, известный в Крыму и далеко за его пределами. Однако мало кто знает, что Эминя Ханум еще и мать 4 прекрасных дочерей и бабушка 8 внуков. Как успеть все и при этом оставаться красивой? Халиде Челенгирова и Эминя Вамилева решили поделиться опытом друг с другом. Эминя Ханум, мы вас знаем как настоящего профессионала своего дела, но не всем известно, что вы еще и мама 4 прекрасных дочерей. Вот расскажите, как вам удалось совместить свои профессиональные и карьерные достижения и семью? Я всегда говорю, что это мне удалось благодаря моим близким и родным. Мой супруг Нариман, он всегда с пониманием относился ко всем моим каким-то начинаниям, ко всем моим инициативам. Вот. И, конечно же, моя мама, которая всегда была готова мне помочь в любой момент. Это вот тот человек, который всегда для меня был основой, который для меня всегда был спиной, который всегда для меня был вот торпедой авангард. То есть эти вот 2 человека, которые мне всегда говорили Аллах Кула Кеттерсон и всегда меня мотивировали, обнадеживали, успокаивали и всегда гарантировали, что если я что-то начну, у меня получится довести это до конца. Вы воспитали 4 прекрасных дочерей. Какие принципы вы им передали? Ну, самый главный принцип это, наверное, всегда видеть человека. Видеть человека, который рядом с тобой, видеть человека, который напротив тебя. Нужно видеть этого человека изнутри, его достоинства. Если будет уважение, значит будет взаимопонимание. Естественно, это честность, порядочность. Прежде всего, честность, порядочность перед самим собой. Эминя Ханум, при вашем графике, и такой занятости, такой активности, как вам удается уделять время себе и всегда хорошо выглядеть? Если честно, это не всегда удается, потому что хочется успеть все. И вкусно приготовить, хочется, чтобы был дома порядок и чистота, хочется уделить внимание и детям, и их семьям. У нас внуки, 5 мальчиков и 3 девочки. 8 внуков? Да. Не верится мне, глядя на вас. Они просто невероятные, они просто сказочно сладкие. Когда одновременно они собираются все, у меня, конечно, первые полчаса, час, максимум там, насколько они приехали, в зависимости от этого, у меня эйфорическое радостное состояние, а потом я начинаю уже немножечко нервничать, потому что я никогда не думала, что я буду так любить внуков. Хочется увидеть, обнять, расцеловать всех. Конечно же, нужно обязательно увидеться с мамой, это как бы обязательное условие на каждый день. Чем больше, тем лучше. Очень хочется посидеть, поболтать со своими подругами, просто так ни о чем. И, конечно же, очень много времени забирает работа. Ну что ж, я вам сегодня предлагаю окунуться совершенно в другую атмосферу, немножко отойти от своих дел привычных. Я думаю, что вам, как и любой женщине, иногда хочется экспериментов. Конечно. Так что... Конечно, это естественно. Особенно женщинам нашего возраста всегда хочется чего-то интересного, чего-то нового. Это абсолютно естественное желание любой женщины, и поэтому я готова. Отлично. Эминя Ханум, наконец настал этот волнительный момент, которого боятся многие женщины. Сейчас мы с Владимиром обсудим, что мы можем вам предложить в качестве новой стрижки, так скажем. Как мы с Владимиром уже посмотрели, обсудили, форма не совсем выбрана правильная, Владимир, что ты скажешь? На самом деле, просто можно сделать более стильную стрижку, которая лучше подойдет, подчеркнет визуально красоту нашу, И стрижки подразделяются немножко не так, как прям по возрасту, а наоборот. Более стильная стрижка может правильно убрать эту грань возраста, то есть немножко сгладить это все красиво. А с цветом сегодня поработаем, просто хочется придать сочности и ярких моментов каких-то, но более в стрижке, а не в цвете. Я поняла. Ну и, конечно же, мы за то, чтобы эта новая стрижка, о которой ты говоришь, она легко укладывалась, и не нужно было уделять для нее слишком много времени. Да, конечно. Приступим? Конечно.
Фатиме, у нас немного поменялись объемы в стрижке, да, лицо сейчас стало более открытым. И, наверное, хотелось бы как-то расставить акценты, да, либо сделать акцент на губах, как ты думаешь, либо на глазах? Я думаю, что акцент нужно сделать на губах, добавить румянца, так как у нас лицо очень хорошее, данные хорошие, поэтому особо никаких манипуляций не нужно? Особо ничего изменять мы не будем, мы просто освежим и немножко скорректируем. Я думаю, что получим хороший результат, можем приступать. Да. Друзья, сегодня мы решили сохранить привычный образ Эмине Ханум. Лишь внесли немного свежести. Итак, встречаем Эмине Ханум. Очень стильно, очень красиво. Подчеркнули мамину элегантность, ее вот собственный стиль, ее образ очень маме подошел. Очень красиво. И вы можете теперь поехать на самолет, полететь на самолет. Он на шариках! Давай, Запустить шарик! Эмине Ханум, надеюсь, что вы немного отдохнули сегодня с нами от смены обстановки, от нового общения. И я понимаю, что вы уже всеми мыслями в своей работе, но и осталось уже почти в самолете. Еще немного. Отдых – это общение с хорошими людьми. Сегодняшнее общение с вами, Халиде Ханум, с нашим мастером, я имею в виду и Владимира, и безукоризненную Фатимешечку, которую я помню еще с детства, они, конечно же, наложили очень благоприятное впечатление. Но я очень рада, что меня восприняли мой образ. Но теперь еще самое главное, что меня узнала дома кошка. Да, я думаю, что с этим не будет проблем. Друзья, но на этой положительной ноте мы с вами прощаемся. Увидимся с вами ровно через неделю. До встречи!